Грантовая программа Европейского Союза и ПРООН «НПАРТ-3», направленная на развитие сельских территорий в Абхазии, стартовала в 2017 году. В рамках программы в 3 районах были созданы инициативные группы, состоящие из жителей этих районов. Они смогли сформулировать основные приоритеты и нужды, разработав стратегии развития для каждого района. И вот фаза отбора проекта в рамках НПАРТ-3 завершена. На суд районных инициативных групп было представлено 94 коммерческих и социальных проекта. Из них были отобраны и получили поддержку 27. Эксперты, члены районных инициативных групп провели очень сложную работу по оценке каждого проекта. Сегодня программа развития ООН подпишет с нашими грантополучателями соглашение о получении финансирования общей стоимостью $500 тысяч. Каждый победитель должен, в свою очередь, предоставить нам подтверждение о своем софинансировании, которое колеблется в размере от 5 до 20% от общей стоимости самого проекта. В рамках проводимой программы победители конкурса подписали соглашение. Нужно отметить, что проекты, которые получили поддержку, отличались своим разнообразием. В списке были такие проекты, как выращивание сельхозпродукции, ведение фермерского хозяйства, строительство спортивных площадок и множество других. Наш проект направлен для того, чтобы обеспечить все именно школы, сельские школы, все без исключения. Там входят, значит, мячи, теннисные столы, сетки, свистки, инвентарь, для того, чтобы повысить уровень преподавания физической культуры и более интерес, чтобы был у детей заниматься физкультурой и спортом. Мы уже на протяжении 9 лет при поддержке международной организации World Vision работали над проектом «Дети с ограниченными возможностями» именно Чемчирского района. Обслуживаем 27 сел нашего района и наш город. У нас по списку, по статистике 129 детей с ограниченными возможностями. Мы их приводим в свой центр, получают они социальную поддержку, реабилитацию. Нам было подарено для привоза детей и их родителей с района в наш центр World Vision маршрутка. Но она 8 лет обслуживала, уже выходила со строя. Мы не можем остановить работу. Мы подали проект на специализированную машину для привоза детей и их родителей в наш центр. И огромное им спасибо, что они поддержали наш проект. Проекты были отобраны, исходя из суммарной оценки экспертов и рекомендаций представителей инициативных групп Ачамчирского, Гудаутского и Гагарского районов, полученных после опроса заявителей. Затем из проектов, получивших наиболее высокую оценку, победителей определили уже руководители программы. У каждой стратегии каждого района свои задачи разнятся. Плюс-минус это, в принципе, одни и те же проблемы. Проект выявил, что касаемо, например, социального развития, картина практически одна и та же. Наша программа не предусматривает передачу финансовых средств. То есть непосредственно в соответствии с нашими внутренними процедурами, в соответствии с нашей транспарентностью мы сами будем закупать те или иные ресурсы, которые запросил тот или иной проект. Второй этап конкурсного отбора проектных заявок на получение гранта запланирован на сентябрь 2019 года. В конкурсе могут принять участие как проекты, которые не получили грант в первом этапе, так и новые участники. Мы планируем с начала августа начать проводить тренинги по написанию проекта. То есть мы не просто отдаем формы людям и говорим там, идите дома и заполняйте и пишите там, или обращайтесь к такой-то компанию, которая вам это напишет. Мы пытаемся на протяжении целого месяца, пытаемся минимум раз в неделю приехать в район и весь день провести тренинг для каждого человека о том, как написать этот проект. То есть мы садимся индивидуально, он нам предоставляет свою идею, и мы каждый пункт объясняем ему, как заполнять. Совместная программа Европейского Союза и ПРООН по развитию сельских территорий Абхазии продлится до 2021 года. Саид Жерсаля, Инала Гухава, Абхазское телевидение.